Человек, который переписал историю. В первую очередь ты осознаешь то, что все это было не зря, когда ты хотел все бросить, ты не бросил. Тут там плавание, вот борьба у нас есть, вот там можем на медали рассчитывать. Это как-то меня всегда мотивировало. Мы не плавательная страна, абсолютно, да? Человек поехал, да. Знак, до чего не надо доводить плавание. Да, это вот мы не снимаем, это заблюрить надо. Наверное, здесь логово сатанистов. Самое, как вы сказали, это все в центре Бишкека, в самом центре. В Америке уже выигрываешь олимпийских чемпионов. Терять нечего, поэтому я начну чуть быстрее, чем я начинал. Каким ты хочешь вообще запомниться? Я понимал, ради чего это все. Ты не можешь сдаться, и поэтому, скажем так, терпел все это. Как видим, не зря. Это мой путь. Всем ассаламу алейкум, друзья. Это проект Спортхаб. После летних каникул мы возвращаемся. И возвращаемся с очень громким выпуском. Человек, который является сейчас одним из самых обсуждаемых спортсменов нашей страны. Человек, который переписал историю. Да, конечно, спорт любит статистику. По статистике, конечно, поехали 20 человека. Седьмая дорожка, скажем так, никто не ставил. В итоге бронза чемпионата мира. Это Денис Петрашов. Денис, привет. Доброе утро. Как дела? Все хорошо, спасибо. Очень рад вас видеть у нас Взаимно. в студии, в эфире. Спасибо, что согласился. Мне кажется, это были самые легкие переговоры, которые я делал, честно, потому что обычно там долго переговариваешь, даты. А Денис написал, он говорит, все, давайте, без проблем. Причем первый, кто написал. Да? Да. Потом уже писали, но я не соглашался, потому что, зачем, если вы первый написали. Отлично, это очень радует, если честно. А то я думал себе, так, кому еще он дал, интересно, кого я перехватил. Спасибо большое. Во-первых, поздравляем с медалями в этом году, да, это чемпион универсиады, и призер чемпионата мира. Это достижение очень громкое для нашего спорта, и я думаю, что для тебя лично. Да? Да. Во-первых, как приехал после чемпионата мира, какие ощущения, что сейчас у тебя в душе происходит? Уже пришло осознание, потому что буквально сразу, когда я докоснулся до бортика, да, и, возможно, последующие часы, такого осознания еще не было, да, что я бронзовый призер чемпионата мира. И я думаю, так у всех бывает, когда какое-то грандиозное событие происходит в жизни, люди сначала не осознают, что это случилось, потому что это было неожиданно. Сейчас, наконец-то, я осознал, поэтому я очень рад и горд. И очень был рад тоже вернуться домой в страну. Мне интересно, оказывается, вы давали интервью после чемпионата мира, сайту российскому, да, там говорили о том, что мы сделали то, что никто не думал, и это была аура седьмой дорожки, никто не верил, и это, наоборот, подпитывало меня, это, наоборот, помогло. И вот когда перед финалом, перед стартом, когда ты стоишь, что ощущал вообще в душе, телом, головой, какие были мысли? Да, я вообще, в принципе, люблю это, называется такое, когда ты андердог, да. По седьмой дорожке. Также я в Америке плыл, я выиграл заплыв по первой дорожке в финале. Всегда это классно, потому что, тем более, когда ты в финале, ты андердог, тебе абсолютно нечего терять. И поэтому ты просто плывешь, я 100 метров, я очень быстро начал, я так никогда не начинал, потому что я знал, что терять нечего, поэтому я начну чуть быстрее, чем я начинал в полуфинале. И понятно, что я умер, под конец, но там буквально последние метров 15-10 уже там на характере доплываешь, поэтому мне все-таки получилось доплыть. А перед финалом, не знаю, опять же, я старался прям полностью абстрагироваться, и поэтому я, можно сказать, был спокоен. Потому что финал, и я знал, у меня просто в голове было, что мне терять нечего, я просто здесь проплыву, покажу свой максимум. Ощущение, когда касаешься бортиков, и там же появляется фамилия, места, что ты в этот момент почувствовал? Было ли что-то такое вау? Когда ты касаешься, на тумбочках высвечивается. Там есть 3 лампочки, то есть одна лампочка первая, вторая, и так. Я касаюсь, вижу 3 лампочки и такой вау, то есть вау. Потом смотрю на табло, что я улучшил свой результат, выплыл из 59, Но опять же, как я сказал, сначала там пару часов осознания все равно не приходило. Когда ты начал появляться?
Когда начали звонить, наверное, уже, да? Ну да, когда уже вернулся в отель, начали все писать, звонить. Вот. Ну, понятно, тяжело было почти не уснуть в эту ночь. Вот. Что отец сказал, кстати говоря? Ну, поздравил отец, само собой. Вот. Тренер мой второй поздравил, Артур. Вот. И все друзья меня там поздравляли. Ну, мы очень все хорошо дружим, особенно брассисты. Вот, поэтому все меня поздравляли. Да, там известные спортсмены также начали поздравлять, да, Владимир да. Морозов, как я видел, тоже поздравил тебя. Да, Вова Морозов написал. Да. Ну, мы с ним так знакомы отчасти, но вот он лично написал мне тоже. После каждой тренировки мое тело требует восстановления. Да, мы можем многое забыть, но воду никогда. Кристалл не только классно восстанавливает, но и прекрасно утоляет жажду. Да, я всегда выбираю то, что работает для меня. Кристалл. Круто. Как я знаю, вот после этого финала, ну, ты должен еще раз проплыть, но уже сил не так много осталось уже, да? Как я Ну да, понимаю. как я сказал ранее, что я всю ночь не спал, а на Да. следующее утро 50 брас был, поэтому... Ну, такое уже было, да? Нужно было проплыть, главное доплыть. Нет, хорошо. Точно. Понятно, что сейчас, мне кажется, потихоньку переходишь уже в другую лигу, да? До этого, да, это были медали, там, Исламские игры солидарности, универсиада, но чемпионат мира это, ну, абсолютно другой уровень. Конечно, 100%. Теперь что будет меняться у тебя в сознании, в планах, может быть, какие-то, может быть, другие уже, другое отношение будет к этому делать? Нет, у меня всегда одно отношение было абсолютно, то есть, скажем так, серьезное, да, серьезный подход, и мне кажется, особо ничего не поменялось, я также буду продолжать тренироваться. То есть в таком лучше ничего не менять. Когда работает, говорят, ничего не меняем, вот, поэтому здесь такая же философия. Но если идется, нужно идти просто так же, Конечно, 100%, да. Как ты думаешь, что все-таки повлияло на такой результат именно в этом почему-то чемпионате мира? Почему не в предыдущий раз, почему не потом, не позже, но вот именно как сейчас это получилось? Почему так сошли звезды? На самом деле, я даже не знаю, ну, скорее всего, такой прогресс был. Ну, и вот был чемпионат мира по короткой воде в декабре 2024 года, я там был 4-й на 100 брасе. Вот, а сейчас я 3-й на 100 брасе. Несмотря на то, что это длинная вода была, но все равно, скажем так, прогресс наблюдался. Поэтому здесь особо ничего удивительного или такого секрета нету. Но мне кажется, какое-то у тебя уже появилось сознание начало меняться, потому что ну, в Америке уже выигрываешь олимпийских чемпионов, здесь ты с олимпийскими чемпионами наравне, и впереди Олимпиада, и может быть до этого на Олимпийских играх, там, может быть ты сам себя, другие, может, видели, ну, какие медали могут быть в плавании у Кыргызстана, но сейчас уже в мировом сообществе появляется на карте Кыргызстан. Да, да. Да? Да, наконец-то. Наконец-то. Наконец-то люди начали узнавать о нашей стране. Это подпитывает? 100%, да. Это одна из таких главных целей тоже, чтобы люди узнали о Кыргызстане и что у нас в Кыргызстане обратили внимание на плавание. Ну, что бы там ни было, вот 24 года, 25 лет уже, да, но на мировой арене, в целом в спорте очень-очень давно, 10 лет назад почти, 2016 год, там, Ну да, Олимпиада, если а до серьезно, этого да. 2015 год, там, чемпионат мира Да, по первый юниорам, чемпионат мира, да, это столько много времени и сохранять мотивацию, и каждый раз, как, кстати говоря, я изучал чуть-чуть, оказывается, что больше раз на Олимпиадах была лишь Айсулу Тыныбекова. За всю историю Кыргызстана. Да, 4, да? Да, она на 4 Олимпиадах была. Ты можешь сравняться с ней уже совсем скоро, дай бог. Да, что это тебе дает? То, что такой большой опыт и то, что вот так долго ждалась вот эта медаль на чемпионате мира. Ну, в первую очередь, это ты осознаешь то, что все это было не зря. Да. То, что когда были моменты, когда ты хотел все бросить, ты не бросил. Вот, поэтому, наверное, это. Это, да? Да. Мне кажется, очень приятно, да, все-таки, потому что в некоторый момент казалось, что некоторые даже в комментариях начали хейтить, что там в плавании, вот борьба у нас есть, вот там можем на медали рассчитывать. Едет тут один Петрашов, на что можно рассчитывать. А сейчас уже у людей будет осознание, ну... Это очень, кстати, сильно подпитывает. Да.
Потому что когда, ну, люди пишут, да, ну, что там, помню, даже в 16 году я комментарии читал, что вот на наши деньги отправили 16-летнего пацана плыть. Вот, и не знаю, это как-то меня всегда мотивировало, скажем так. Вот. Поэтому одна из моих мотиваций — гневные комменты. Не, ну это круто, потому что есть отдельные виды спорта, которые считают, что вот, ну, наши поехали как туристы, считают, да? Да, вот. Вот это слово я Да, не хотел вот говорить, это но так каждую Олимпиаду пишут. наши туристы. Но дай бог, что сейчас уже статус этот изменился. Те хейтеры, которые, возможно, были, они уже Стали замолкли. фанатами. Стали фанатами. Но все равно хейтеры всегда будут. Как говорят, если у тебя нету хейтеров, значит ты что-то делаешь не так. Да. Вот, поэтому всегда недовольные люди будут. Но все равно хейтеры должны быть, но их не должно быть большинство. Да, Да. Это очень важно. Да. Это значит, что-то ты все-таки неправильно делаешь. Хорошо. Ты приехал в США в 2022 году, да? Да. Переехал в США, и это такой штат, и в университет поступил, переехал из Кыргызстана, всю жизнь здесь жил. Да. Понятно, что это абсолютно другой мир. Да. Что тебя больше всего удивило в США, именно в тренировочном процессе, в спортивном процессе тоже, и в личном, и какие-то разницы ты почувствовал, самое главное? Да, ну вот самая огромная разница, в принципе, плавание там, особенно плавание в колледже и плавание здесь. Ну, буквально здесь я всю свою карьеру плавал один на тренировках, потому что вначале еще были у меня, мы группой плавали, были спарринг-партнеры, потом я плавал вообще один. А плавание в Америке, именно плавание в колледже, это командный вид спорта. То есть плавание считается индивидуальным, но там это командный вид спорта. И на тренировках, когда плавает одновременно 60 человек, это, не знаю, не то что мотивирует, но очень помогает справляться со сложными тренировками. То есть ты понимаешь, что ты не один, у тебя еще там 60 человек с тобой плывет, это тяжелое задание. И тебе нельзя сдаваться, потому что, ну как, ты не можешь просто сдаться, потому что другие работают же. Вот, поэтому это тоже очень сильно помогало и помогает. Да, потому что при конкуренции ты Да, растешь. да, спарринг-партнеры, Да. ну это понятно, всегда нужны спарринг-партнеры. Да. А были ли такие моменты, которые уже приходилось переучивать, например, да, у тебя есть когда база, но ты уже начинаешь переучивать, что-то новые какие-то у тебя техники? Не, на самом деле, думаю, нет. Нет, да? Особо ничего такого нового не было, сверхъестественного. Просто тренировки немножко другие, именно по объему, там, в принципе, по самой тренировке, по структуре. Вот, а так, в принципе, все одно и то же. Просто, да, то есть именно та конкуренция, которая дается в тренировках, именно это и повлияло, наверное, на это все, да? Да, а это один из факторов был. А не то, что там тренировки поменялись, образ жизни поменялся. Да, не особо нет. Не особо, да? Нет. То, что есть там с кем гоняться, грубо говоря, это тоже, это повлияло. Это круто. И это, наверное, сейчас описывает нашу школу плавания. То есть мы в целом, если будет конкуренция, можем расти. 100%, конечно. Если будет конкуренция, если будет вообще спрос на плавание, то есть если люди будут отдавать детей на плавание больше, понятно, что будет больше конкуренция. Ну, то есть, например, почему там в Америке, да, грубо говоря, есть хорошие пловцы, потому что там чуть ли не в каждом селе есть бассейн. И то есть они там из 10 миллионов детей выбирают таких, а у нас из 100 детей надо выбирать. Понятно, что будет намного меньше таких, не то что талантов, а очень хороших будущих пловцов. Как в твоем универе вообще развито плавание? Я понимаю, что один из лучших университетов именно в этом виде спорта, да? Да, один из лучших. Ну, когда-то был, сейчас немножко опустились по ранку, но это не мешает нам завоевывать, скажем так, медали на международных соревнованиях. И, в принципе, на университетских тоже. Понятно. Ну, поступил, получается, на бюджет, на 100%, Да. из-за результатов таких хороших. Да. А сколько вообще стоит контракт? Что-то около 30-40, если все вместе, в год. В год? С проживанием, с книжками, да. А у тебя, получается, полностью бесплатное питание, проживание? Все, абсолютно все бесплатное, да. Фу. Но в этом году завершил обучение. Как вообще завершил? И как в целом обучение там проходило и чему научился? Скажи.
Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что я учился не на того, кого я хотел. Как вы знаете, там в IT, интервью да? говорил, хотел на IT учиться, но не получилось, не фартануло. Вот. Чему я научился? Кстати, очень много интересных предметов было. В первый семестр, когда я только прилетел, еще английский не такой хороший был, у меня был урок биологии. И я, в принципе, на русском-то биологию не особо понимал, здесь надо ее на английском понимать, и поэтому как-то пришлось, мозг так подстроился, что надо быстренько английский, оказывается, учить. И, наверное, это тоже повлияло на уровень английского. Потом у меня несколько классов было пар по нутрициологии, что тоже очень важно для спортсменов. Вот. Ну и, в принципе, в Америке там ты учишься общаться с людьми. То есть немножко там другой менталитет, там более люди все открытые, и это очень развивает твой скилл именно общения. Коммуникации, Вот, да? коммуникации, да. Наверное, вот это один из таких важных факторов. Но мне кажется, когда мы смотрим на тебя, и у нас появляется вопрос, а как это все произошло, как этот процесс проходил, поступление в университет, с кем договаривался, как это вообще происходит? Как это вообще происходит? Зависит от того, насколько ты хороший спортсмен. Если ты достаточно хороший спортсмен, то есть высокого уровня, тебе сами будут писать тренера с университетов. Обычно, если, например, вот есть сейчас молодежь, да, 17-18 лет, то в призах на чемпионате мира, я уверен, у них там просто чуть ли не со всех универов им пишут, приглашают на полный бюджет. Вот. Если ты спортсмен чуть ниже уровнем, то ты сам находишь университет, обычно несколько университетов, чем больше, тем лучше, находишь имейл тренеров и пишешь там, я такой-то, такой-то, у меня такие результаты, вот хочу плавать за ваш университет. Обычно это так происходит. Или есть компании, которые помогают тебе с этим, например, как с визами, да, то есть ты им платишь, они за тебя все делают, и ты, грубо говоря, идешь в посольство. Также есть с университетами, они помогают. Здесь могла быть ваша реклама. Вот. А это была первая попытка поступления в вуз, либо до этого также были попытки? Я до этого, 17-й год, я сам писал тренерам, и в принципе там пару университетов были готовы меня взять, но как-то я не знаю, что-то не пошло, я не знаю, дом меня держал, не хотел особо уезжать. Вот, а потом в 21 году, по-моему, да, в начале я уже решил, что надо ехать и тренироваться там. Вот, и сразу со мной связался тренер из Лувила, вот, и мы начали общение, и поэтому не было никаких проблем. Именно сам процесс занял долго. Всех вот этих документов, потому что там бюрократия, сами знаете. Да. Вот. Что было самое тяжелое вот именно в этом городе, в университете? Да, было самое тяжелое, наверное, поначалу, это влиться в этот режим, потому что там чуть ли не 3-4 пары в день, и это все между тренировками, а дома как я привык, то есть у меня утренняя тренировка, потом я сплю, да, а там обычно на дневной сон вообще времени нету. И там вот такая вся суета. То есть после тренировки ты бежишь на пару-две, потом обедаешь в столовой, и уже у тебя вторая тренировка. Вот. Было поначалу тяжело влиться в это. Мне кажется, темп жизни Америки в целом, да, Да, очень разнится с нашим. Ну там в зависимости от города тоже, но все равно, когда ты в университете, да, очень сильно высокий темп. Говорят же вот в фильмах обычно вот американская мечта, там, вот, я хочу добиться американской мечты. Сумел понять, что это такое в целом, эта американская мечта? Ну, для каждого это, наверное, очень растяжимое понятие, да, индивидуальное. Вот для кого-то это одно, для кого-то другое, для кого-то это иметь собаку, жену и 3 детей, да, и дом в Америке. Для кого-то это американская мечта, для другого это работать в какой-то там крутой фирме. Вот, поэтому это очень индивидуально. А для себя как, ты понял? Есть у тебя американская мечта? Да, не знаю, нету, наверное. Пока я тренируюсь, об этом не думаю. Денис, мы сейчас стоим в одном из самых известных мест в нашей стране, именно в мире спорта. Это дворец спорта. Ну и внутри, во дворе, есть вот плавательный бассейн олимпийского стандарта. Денис, что чувствуешь, глядя на всю эту картину? Ну, на самом деле грустно все на это все смотреть, потому что, ну, это единственный, можно сказать, олимпийский бассейн в Кыргызстане. И что он в таком состоянии, и сколько пытаются его реконструировать, каждый год что-то говорят, но
как мы видим, ничего не меняется. Да, это очень печально. Но в целом в 93 году этот бассейн передали в частные руки. Потом все это время этот человек эксплуатировал бассейн, что-то строил, может быть, здесь, но не для того, чтобы улучшать арену, а для получения прибыли. В 2006 году он передал снова государству, и в таком виде он находится уже практически 20 лет. И вот, как ты сказал, каждый год практически пытаются. Вот в 2021 году президент Финна хотел даже сам лично, да, со средств Финна, наверное, здесь делать реконструкцию. В 2025 году, в этом году в начале, $7 миллионов. Вот есть новость даже о том, что будут делать вложения, реконструкция будет, но, к сожалению, пока что все так же тишина абсолютнейшая. Сборная СССР здесь также тренировалась, да? То есть, Возможно, здесь даже сам Попов плавал, кто знает. возможно. Так что это действительно место, которое можно сделать реально топовым. Мы можем не то чтобы тренировать наших ребят, принимать соревнования, Вообще все что легко, угодно. вообще легко, да. Ну вот, если в целом это похоже на то, что ты видишь там за рубежом, скажем так, Да, да, конечно. В принципе, все по меркам подходит. Ну, конечно, по трибунам это считается мало очень. Именно для проведения каких-то больших соревнований. А так, ну, даже несмотря на соревнования, тут можно очень хорошо тренироваться, те же сборы проводить. Ну, кроме плавания, там это водное поло, синхронное Да, плавание, вообще все легко. Да. прыжки в воду. Ну, не прыжки в воду, здесь очень мелко для прыжков. А так, Мелко в принципе, все кроме прыжков, да. Все кроме этого. Еще один такой момент, я всегда об этом говорю, то что нужно вкладываться в плавание, потому что в плавании один человек может полететь на Олимпийские игры, при удачном раскладе человек может привезти 1, 2, там, 3 медали некоторые привозят, да, а там в боксе, в борьбе человек максимум на 1 медаль. Поэтому, честно, вот пример Дениса показал, что в нашей стране возможно вырастить человека, который может конкурировать с мировыми звездами. Да. Это точно, да? Отлично. Ну, после твоего триумфа на чемпионате мира, для нас это триумф абсолютно, да, бронза чемпионата мира, это сравнить, ну, если бы наша сборная по футболу вышла бы на чемпионат мира. Это кажется как будто нереальным, но это так и есть. Вот. Оказалось, что какие-то начнутся сдвиги. Сдвиги в нашем плавании. Замечаешь ли ты это сейчас? Именно вот после чемпионата мира пока не видно, ну, потому что не так много времени прошло. А в принципе, после каких-то моих, таких, скажем так, громких побед, ну, понятно, не таких громких, как последняя, но видно, что дети заинтересованы в плавании, что они идут заниматься плаванием, просят родителей отвезти их. Не что, даже, знаете, когда родители говорят, ты пойдешь на плавание, а когда дети сами хотят именно. Вот, поэтому, мне кажется, немножко популяризация все-таки плавания у нас растет, и это не может не радовать. Вот как раз мы сегодня идем на встречу Кабинет министров. С премьером, да? Да. Не знаю, посмотрим, пообщаемся, что нам скажут, скажем так, по поводу будущего кыргызского плавания. Вот, ну, надеюсь, будут хоть какие-то маленькие сдвиги. Я уж не говорю там о каких-то грандиозных. Может, ты напомнишь, что вот есть бассейн, что можно... Ну, я говорю, дешевле будет построить новый бассейн, чем этот реконструировать, поэтому, мне кажется, нету особого смысла реконструировать его, потому что здесь, ну, просто тут все заново надо делать. Вот. Это пусть, не знаю, будет как знак, до чего не надо доводить плавание. Да, к большому сожалению. Ну, окей. Опять-таки, к моменту после чемпионата мира, когда ты прилетел в Кыргызстан, в социальной сети Threads была, ну, фотография о том, как тебя встретили, и очень много комментариев и обсуждения, как можно было встретить Дениса вот таким вот образом. Ну, я скажу то, что журналист, я состою в группе журналистов, нам тоже не говорили, что Денис прилетает, какого прилетает, и было видно, что там встретили там 10 человек максимум. Ну, и то это все свои, да, были. Да. Почему так вышло? Вы вообще сообщали о том, что вы прилетаете? Вот такого числа все знали ли люди вообще об этом? Ну, вообще не меня спрашивать надо, вот. Конечно знали, потому что директор был Центр олимпийской подготовки. Я не знаю, поэтому мне кажется, это больше к ним вопрос. Ну, я не в принципе как-то расстроен или что, ну,
встретили, это уже, знаете, спасибо большое. Поэтому я не жалуюсь. Ну, не было ожидания, вот сейчас, конечно, вот должны же вот встретить как героя. Ну, я знал, что меня встретят, но я думал, что, ну, не как героя, но думал, мне как чуть поярче будет. Ну, не, я говорю, я просто не очень люблю, когда, знаете, вот это столько народу встречает, немножко стесняюсь в этом плане, поэтому вот я говорю, что я не жалуюсь. Хорошо, но мы, обычные болельщики, любители спорта, честно говоря, были в недоумении. Мне очень было стыдно, что так встретили. Один колпак и все. Чемпионов Азии, там, призеров чемпионата Азии встречают еще громче, я не знаю, но надеемся, что будет еще лучше. Еще один момент такой. Завершил обучение в бакалавре в США, в Луивилле. Теперь получается, по идее, магистратура, да? Да. И я знаю, что ну, недешево это все стоит. Сколько? 50 тысяч за полную магистратуру 2 года. 2 года. Пока что, как я понимаю, еще не нашел эти средства. Ну, даже близко. Даже Не близко. нашел, да. Это очень печально. И вот сейчас хотел бы я обратиться, чтобы не сам Денис упрашивал. Я не хочу этого ни в коем случае сюда приглашать Дениса, чтобы он такой стоял. Уважаемые наши государства, чиновники, я знаю, что 50 тысяч долларов это абсолютный мизер. Сейчас я знаю, что огромные средства в наш спорт делают вложения, но я считаю, что одному Денису 50 тысяч долларов это абсолютно... Просто вы можете это сделать. Поэтому давайте мы будем давать уважение человеку, который до сих пор занимается пропагандой нашей страны в мире плавания. Мы не плавательная страна, абсолютно, да? Человек поехал на чемпионат мира, по сути, на другой той. Там другой той, там американцы, Нидерланды, европейцы, там и китайцы. Он поехал, говорит, не-не-не, вот это мое. Эта медаль моя, и забирает свою. И там они в шоке. Это кто? Это как он посмел? А он просто забирает вот эту медаль и привозит в Кыргызстан. Поэтому давайте мы со своей стороны сделаем то же самое и дадим ему то, что сейчас ему нужно для развития в первую очередь. Мы не ему лично даем же, мы же не хотим, вот, чтобы Денис обогатился. Да. Ему на тачку, хотя могли бы тоже, да, еще раз. Но мне кажется, это нужно делать. Поэтому давайте задумаемся об этом, потому что Денис, он один, таких у нас не 20 человек. Это как там Нурсултан Кеңешбеков у нас там в легкой атлетике, Денис здесь, там Шеров в дзюдо, по одному. Это не борцы, которых там у нас 50 человек, да? Поэтому давайте об этом задумаемся, окей? В свое время здесь вообще, кстати говоря, Жан Воинов же есть. Они здесь танцевали, что сделали. Вот здесь для скейтов. Помните? Да, чего здесь только на самом деле? Да, здесь скейт. А потом покажете, вот здесь граффити везде. Это стены, куски, как называются, для граффити. Сейчас это музей, да, скажем так? Да, это музей кыргызского граффити искусства. Да, искусство, художественный. Да. Круто. Пойдем, может, еще что-нибудь такое посмотрим? Что еще есть? В целом, кто что скажет Денису в бассейне? Чисто по логике, как думаю, что это такое? Как будто бы для VIP-гостей трибуна, да? Да. Интересно. Ну вот здесь понятно, что была горка, когда уже, наверное, была коммерческая часть истории. Посмотрим сейчас раздевалки. Наверное, здесь логово сатанистов. Да, хочется помолиться даже, чтобы ничего такого нас не тронуло. Не, ну самое, как вы сказали, это все в центре Бишкека, в самом центре. Сколько здесь до Белого дома? 500 метров? Отсюда даже видно, мне кажется, когда ты на трибунах. Так, вот это мы не снимаем. Да, это вот мы не снимаем. Это заблюрить надо. Так, это туалет. Ну, что-то такое, наверное. Санузел какой-то. Окей. Это вот не показываем. Вот. Чем только здесь не занимались. Да. Тут как будто бы даже вот свежие. Да, по-любому тут. Да. Это, наверное, был кабинет директора этого бассейна.
Видно, что, кстати говоря, ну, буквально там 15 лет назад, что здесь Да, пытались, работали, да, что-то да. делали даже. Даже вот шкафчик есть новый. Что здесь, кстати говоря, внутри? Ну, тут классная локация, какие-нибудь фильмы, да, снимать? Да? Зомбеты те же. Зомбеты, да. Если что, зомбеты, новый сезон. Ну, тут даже не пройдешь. Да. Покажи. А что здесь обычно? Я не знаю, у каждого будет по-разному. Может, какой-то буфет здесь был, не знаю, зона ожидания. Окей. Ну, понятно. Чуть хуже, чем я представлял себе. Да. Кто-то просто здесь занимался тем, что стрелял по стенам, не знаю. Ага. Щит до сих пор открытый. Ну, короче, ясно. Грустно, да? Грустно, да? Грустно и ясно. Грустно, ясно. Как сказал Денис, как будто бы стоит вот это все просто снести Да, и заново построить. так и есть. Но мне кажется, в целом, вот здесь построить круто было бы, именно Вообще в центре города, да. Да, тут причем сколько гостиниц вокруг. Да, да. Идеально вообще. Окей, хотелось бы поговорить о твоем детстве, да, несколько, потому что это очень интересно, в какой семье ты вырос, мы знаем, это очень спортивная семья, но хотелось понять маленького Дениса, каким он был в детстве, и вообще расскажи о том, какие у тебя воспоминания именно о раннем твоем детстве, в каком районе вообще вырос, где учился. Ну, на самом деле, я не особо так хорошо свое детство помню. Я помню, что я начинал в карвинг-клубе, а меня отец отвел на плавание. И также я ходил еще параллельно на большой теннис. Вот, но потом больше как-то через год-два я именно полностью ушел в плавание. Вот. Но опять же, это не было такого, что меня дали, что вот он должен быть профессиональным пловцом. Ну, а дали просто, как сейчас детей на плавание дают, без каких-либо целей. Вот. Ну и потом как-то стало хорошо получаться, там первые соревнования свои выиграл, вот. И начал уже более-менее так в профессиональный спорт входить. Ну, особо не знаю, что еще о детстве своем рассказать. Все детство в спорте, получается. А с какого возраста, получается, примерно начал? Где-то в 4-5 лет я пошел, да. Все детство в спорте, получается. Ну, я не скажу, что у меня прям не было детства. Все-таки у меня было нормальное детство. Я ходил в школу, знаете, в простую школу. Понятно. Ну, 15 лет уже на большую арену вышел, да? Потому что для Кыргызстана в целом 15-летний возраст это такой кадеты, да, у нас? А ты уже в целом в том возрасте не было равных в Кыргызстане, получается. В какой момент сам лично ощутил, что да, вот именно вот плавание, вот сейчас я вот всю жизнь этому буду посвящать? Что вот профессионально этим буду заниматься? Это, наверное, было в 2014 году, лет в 14, когда я уехал, грубо говоря, жить и тренироваться в Португалию. Была такая программа, ее сделала Международная федерация плавания, World Aquatics, тогда это называлось, ФИНА. Они сделали программу, то есть для стран, где не очень развито плавание, они полностью оплачивали проживание, питание и тренировки в какой-либо стране. Это была Португалия на тот момент. И вот, и когда я уехал уже, я понял, что, ну, все, типа, я уезжаю в другую страну в 14 лет, на другой конец света, грубо говоря, чисто ради плавания. Вот, и, наверное, можно сказать, что с того момента началась именно профессиональная жизнь. Как там вообще все происходило? Как оно помогло вот именно пребывание тебя в Португалии? Ну, наверное, меня очень сильно закалило, потому что, как я сказал, опять мне 14 лет. Да, очень я много. один, никого рядом нету. И очень было тяжело, прям конкретно тяжело, морально было. Вот, и, наверное, это меня очень закалило именно в плане характера, можно сказать, да, потому что, ну, я понимал, ради чего это все, и поэтому, скажем так, терпел все это. Вот, но, как видим, не зря. Да, видимо, не зря. Ну, конечно, очень важную роль в становлении Дениса Петрашова в целом и его личности, спортсмена, это, конечно, отец, да, очень сильно. Евгений Петрашов это не просто тренер, это выдающийся спортсмен Кыргызстана, да, это участник Олимпийских игр несколько раз и в целом, наверное, одна из таких больших фигур нашего спорта начала там, нулевых, конца там, 90-х годов. С ним начал свою жизнь, свою карьеру. Вообще, как отец мотивировал и как его вот эти достижения помогали тебе вот в развитии и в становлении тебя как спортсмена?
Ну, не знаю, поначалу я этого все не осознавал, потому что 5-6 лет. Ну, я этого не понимал. И мой первый тренер был не он, а Худяков Евгений Евгеньевич. Вот. Поэтому, скорее всего, как-то я больше с ним именно в плане плавания проводил время, потому что дома, как я всегда говорил, отец был моим отцом. Вот. Поэтому, наверное, надо отдать должное Евгению Евгеньевичу. Вот. А потом уже где-то в году 13-м я полностью перешел под руководство отца. Вот. И тогда мы начали, вот, скажем так, этот путь уже. Потому что это вот примерно то время, когда я именно начал профессионально плавать. Отец как-то вот именно, мне кажется, больше дисциплину, да, смотрел? То для него было очень важно, что, потому что это сын, и отношение к обычным ученикам, Да, и отношение 100%. к сыну, это очень разные вещи. Это, да, немножко, скажем так, жестче было. Он был строг со мной именно в плавании. Поэтому, да, мне кажется, тоже это какую-то свою роль сыграло, то, что именно он мой отец и мой тренер. Да, потому что вот Хабиб рассказывает про своего отца, да. то, что есть, говорит, другие, говорят, а он меня еще хуже, еще больше меня гоняет, говорит. Да. Ну, это помогает ведь? Ну, конечно, по итогу. помогает. Ну, зависит от человека, кто-то с этим не справляется, кто-то справляется. А мама, как она в то время, понятное дело, в детстве, я думаю, что когда очень много тренировок, школа, учеба, как она помогала в целом? Но она, скажем так, до какого-то 9-10 класса очень была недовольна, что я пропускаю школу из-за сборов, соревнований. Она прям очень это не любила. Но потом она поняла, что, что я выбрал свой путь, и что я уже начал показывать достаточно хорошие результаты, и что она понимала все уже. Вот. Ну, конечно, она меня всегда поддерживала в любом случае. Понятно. Ну вот, время шло, да, и понятно, что первая Олимпиада очень в раннем возрасте она пришла. Помнишь ощущения, которые были тогда, в 16 лет, первая Олимпиада? Ну, я, во-первых, ощущал очень большую большую ответственность перед страной в первую очередь. Это, прикинь, в 16 лет. Сейчас 16-летний пацан видел, да, это же дети. Я, конечно, особенно перед заплывом, я прям, мне чуть ли там неплохо было, потому что такой старт. И, слава богу, я улучшил, да. Я был предпоследний, но я улучшил достаточно хорошо свой результат. Вот, поэтому, мне кажется, для себя я выступил достойно. Понятно, что от меня там все ожидали золотую медаль, но я понимал, что, конечно же, это нереально было тогда, в 2016 году. Вот. Поэтому, в принципе, был доволен своим результатом. Да. Вот как Олимпиада в Рио, она помогла вот в твоем становлении и вот именно в определении твоих целей? Наверное, после Олимпиады я уже вот этот такой, скажем, точно понял, что все, я остаюсь в плавании в который раз уже, да. Наверное, да, оно дало мне понять, что, это мой путь, знаете, потому что, Олимпиада это выше уже нету спорта, не спорта, соревнований по уровню, поэтому так. Круто. Но, у тебя, кстати, до сих пор статус есть самого молодого олимпийца в истории Кыргызстана. Да? Да. Я не знал. Да, 16 лет. Мне кажется, можешь этот рекорд побить. Другой еще один, да, там самое большое количество Олимпийских игр. Есть еще 4, еще на 5 даже сможешь побыть. Мне кажется, это круто. Это будет круто. Но после Рио был еще Буэнос-Айрес, да? Это юношеская Олимпиада. Да, юношеская Олимпиада, и там уже была медаль. Там уже была медаль. Да. Расскажи об этой Олимпиаде, и вот насколько именно эта медаль помогла вот тебе? Я не знаю, как она мне помогла, но она дала часть мне... уверенности, мне кажется. Да, она мне дала понять, что вот я уже достаточно спортсмен высокого уровня, потому что... И да, дала уверенности определенно, как-то поменяла меня внутри, возможно. Вот, поэтому эта медаль очень достаточно важная в моей спортивной карьере. Да. Мне тоже так кажется, потому что то ли дело там обычные наши соревнования, которые происходят, а вот тут уже Олимпийские игры, уже статус есть он. Да, очень большой статус достаточно, да. Это было круто. Потом была вторая Олимпиада, это уже Токио. Пандемийная эпоха. Окей. Как вообще проходила подготовка к этим Олимпийским играм? Потому что ты уже понимал, что да, я уже олимпийский призер, хоть и юношеский, одна Олимпиада уже за спиной есть, я уже постарше.
Ну, достаточно тяжело, потому что это, опять же, эпидемия была, Да. все, вот это все закрыто было, но нам повезло, мы на Исхуле тренировались в бассейне, вот, и, в принципе, всю пандемию там провели. Ну, опять же, было очень тяжело, потому что я плавал один, с тренером, и вот это каждый день, 24/7, немножко тяжело было, но все равно достаточно хорошо выступил в Токио на Олимпиаде. Национальный рекорд установил. Национальный рекорд 18, по-моему, я был чуть буквально не хватило до полуфинала, но все равно продуктивно. Очень продуктивно. Да. И в целом эта Олимпиада, что тебе принесла вот в твоей карьере, в понимании, в осознании своих возможностей? Ну, даже не знаю. Ну, даже не то, что Олимпиада, мне кажется, каждое соревнование дают тебе какое-то понятие, куда двигаться, правильно ли ты движешься. Вот. Поэтому я не думаю, что вот именно в Токио или даже в том же Париже что-то какое-то колоссальное, что-то осознание появилось. Это все-таки больше было в Рио и в Буэнос-Айресе. Я знаю, что Парижская Олимпиада не особо тебе понравилась, да? Там условия, организация в целом. Можешь в целом описать эту Олимпиаду, вообще, как она вообще для тебя сложилась? Ну, во-первых, это было ожидаемо, потому что в Рио тоже было не очень. И я уже ехал с пониманием того, что как все это будет, поэтому я был готов, скажем так, к этому. Но, опять же, не прям все очень плохо было. Да, там с едой были проблемы поначалу. Не хватало даже еды, да? Да, не хватало. Ну, поначалу, потом они справились, поэтому... Ну, опять же, ты должен быть ко всему готов, несмотря на то, что это Олимпиада. Ты всегда должен быть готов, что какие-то плохие условия будут, что-то будет не так. Поэтому у меня, в принципе, нормально к этому отнесся. Ну, бывает, что человек едет на Олимпийские игры, таких очень много, но редко, когда человек на 3 Олимпийских играх был, да, это редкий случай. И мне вот интересно, вот, лично для тебя, как спортсмена, расставь по местам все эти 3 Олимпиады для себя, по организации, по атмосфере, по ощущениям, где тебе было приятнее, где получше было. Ну, наверное, Токио на первом определенно, потому что очень хорошая организация была, еда, ну, в принципе, там все было очень хорошо. Потом, наверное, Рио, нет, потом Париж, на удивление, и Рио с Буэнос-Айрес на 3-м месте одновременно, потому что там еда вообще очень ни о чем была. Что с едой там было? Вот, ну, Южная Америка, вроде мясо. Ну, мясо вот именно, но оно какое-то было резиновое, как сейчас помню. Ну, в принципе, не очень еда была. Вот, в Буэнос-Айресе тоже очень плохо там. Прям очень грустно все с едой было. Ну, можно понять, Аргентина не такая достаточно богатая страна, плюс это юношеская Олимпиада, они взрослые. Вот, поэтому, возможно, очень много сэкономили. Есть ли такой самый памятный момент с Олимпийских игр у тебя, который больше всего запомнился? Ну, вот, наверное, медаль Буэнос-Айрес, если да, мы юношеские тоже включаем, да. Круто. Но мне кажется, еще есть один момент, это ты нес знамя, да? Флаг Кыргызской республики. Да, кстати, да, я почему-то забыл об этом, да. Да, то, что я в Токио нес знамя с Каныкей, вот, это прям, не знаю, это, не знаю, что еще, даже вот эта медаль, то, что сейчас выиграл, по-моему, не такая гордость, как нести флаг на Олимпиаде, да. Вот. И мы, по-моему, еще единственные без масок были, поэтому, короче, нормально. Мне кажется, вот нести флаг в Токио было приятнее, чем вот сейчас, потому что помнишь, когда в Париже просто они плывут? Да, еще дождь идет, да, это прям плохо было. А в Токио прям очень все классно было. Да, это точно. Впереди Лос-Анджелес, да, эта страна теперь уже не чужая, получается, тебя, получается, ты учился в этой стране. У меня вопрос такой, вот сейчас учебу закончил, что будет дальше в твоей карьере, очень интересно, останешься ли ты в США, как ты останешься, в качестве кого, вот это интересно. Ну да, я планирую остаться там, ну, потому что, как я сказал, если что-то работает, не надо это менять, поэтому я продолжу там тренироваться. Вот, в качестве уже просто спортсмена, это называется там про-групп, ну то есть группа профессионалов. Это когда ты тренируешься с теми же спортсменами, которые в универе учатся, но ты уже не студент. Вот, поэтому, в принципе, ничего не поменяется. То есть также просто учиться не будешь? Да, просто не буду учиться. Будет, получается, легче получается. Да, легче. Намного. Намного легче.
Круто. Но следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе, мне кажется, это поможет, наоборот, то, что будешь именно там, в этой стране, готовиться к этой Олимпиаде. Какие другие следующие старты, кстати, в этом году есть еще старты, к которым будешь готовиться? Будет 3 этапа Кубка мира. Осенью в октябре начинается. Они, кстати, будут 2 в Америке, 1 в Канаде. Вот, наверное, вот это ближайший старт, куда я планирую ехать. Вот. Пока на этом все в этом году вроде как. Тоже в США, да, получается? Да. Там прям рядом возле нашего города. Мы говорили о таких самых приятных моментах карьеры, таких запоминающихся. Были ли моменты вот в карьере, которые были самыми тяжелыми, где думаешь, ёлки-палки, как здесь справиться, что дальше делать? Были такие моменты? Да, Буэнос-Айрес 200 брас утро. Я не попал в финал, хотя должен был. И что-то я вот прям вспомнил и забыл. Сейчас, получается, Буэнос-Айрес 200 брас и Париж. Когда я 100 брас плыву, смотрю на время, а там просто я на тренировке быстрее плаваю. Вот, наверное, такие основные моменты. Понятно, были и другие, но они не такие, скажем так, большие по сравнению с этими 2. Парижская Олимпиада, то есть в целом такое разочарование для тебя было? Ну да, скажем так, да. Как оказалось, потом это из-за бассейна, но все равно. Ну, я слышал, что бассейн не такой глубокий там Да, был, поэтому все так происходит. Угу. Ну, ничего. Окей, у нас есть блиц-вопросы, такие, мы коротко, ты, в принципе, как хочешь. Топ-3 пловца всех времен. Попов, Фелпс, ну и Леон Маршант, наверное. А какой из них больше тебя вдохновляет? Его история, карьера? Не знаю, на самом деле. Все трое. Каждый по-своему. Такое ощущение, что вот Фелпс как будто бы просто из другой планеты, и не знаю, как на него вообще равняться, да, и как вообще у него брать пример. Так и есть, да, как будто, да. Очень, скажем так, прям феномен. Да. Это как в футболе, там есть Месси, не понимаешь, как вообще к нему подходить. А вот есть Роналду, с которым можно, как он тренироваться, да, условно. Окей. Какой неспортивный навык или талант больше всего нравится в тебе? Который есть у тебя? А у меня больше нету. Больше нет? Вот серьезно. Все, что могу, это только плавать. Ну, прибедняешься, играешь на гитаре, кстати, прикольно. Ну, как играю бринчу? Ну, это не талант и не навык. Нет, это же какой-то навык все равно. Ну, какой-то навык. Ну, хорошо, пусть он будет. Окей. Вопрос от подписчицы. Где встретить Дениса в Бишкеке? Подписчицы? Да. Не скажу. Я не знаю, где мне встретить. Дома сижу я. Ну, я же не буду адрес дома говорить. Да, это не надо. Мы тоже говорить не будем, окей, хорошо. Самое красивое место, где ты был? Я особо даже, вот, проблема в том, что я нигде особо не был, так, чтобы сказать, какое-то красивое место. Почему столько стран? Ну, столько стран, это бассейн и гостиница. Вообще даже не выезжал? Особо нет. Ну, если выезжал, то я не скажу, что прям вау, что-то вау, красивое. В Рио, в пляж? Не. Ну, я скажу Кыргызстан. Я просто вот, мне очень стыдно, но я до сих пор вот не путешествовал по нему, по Кыргызстану. Я уверен, что куда бы я ни поехал, это будет мое любимое место, самое красивое, но я там не был. Вот. И очень корю себя за это. Ну, это издержки профессии. Да, к сожалению. Многим кажется, что вот спортсмены, особенно Денис Петрашов, просто ездит по странам, там где-то, тусит, просто Олимпиада, чемпионаты Азии, мира. Человек вообще ни разу не был за границами олимпийского городка, скажем так. Да. Это и печально тоже, с одной стороны. Ну, как вы сказали, издержки профессии. Да. Но карьера когда-нибудь закончится. Да. Нагуляешься. И начну путешествовать. Держите меня 7 лет просто. Да. Окей. 3 страны, которые предлагали тебе за них выступать. 3, я не помню, вообще их 3 было. Ну, Казахстан, Израиль, как я говорил, меня предлагали. Вот. Не помню. Ну, если, скажем так, именно они предлагали, а если я, допустим, пойду с кому-то, мне кажется, тоже много стран достаточно примут меня. Ну, я не про там официальные какие-то предложения, может, около там. Неофициальные. Да, просто такие. Ну и, в принципе, неофициальных не было тоже особо. Ну, Казахстан? И Израиль, да. И Израиль, да? 2 страны.
Ага, окей. Ну, опять же, это все на уровне того, вот, как мы с вами общаемся. Да. Типа, авось Да, закидывают удочку просто, да, если есть да. интерес, дальше Да. это продолжилось бы. Да. Окей, ну, спасибо большое, что остался верен своему народу, своей стране, Да, не за что. потому что это очень важно, да. Лучший музыкант всех времен? Музыкант. Вау, это классный вопрос. Музыкант как исполнитель или? Да, как исполнитель, это неважно, певец, гитарист, кто угодно. Я назову гитариста, это Уэс Борланд. М. Это гитарист Limp Bizkit. В принципе, за запоминающие рифы. И, наверное, назову продюсера бывшего группы Bring Me The Horizon. Это Фишер. Он, скажем так, группу на новый уровень вывел. Вот, наверное, я эти двое. Денис, есть ли место в Бишкеке, где ты вот часто бываешь, место, где ты получаешь вдохновение, есть такие места, где вот ты реально можешь быть самим собой, просто наслаждаться городом, атмосферой? Ну, сейчас немножко сложнее, Да. потому что многие узнают. Вот. А так, не знаю, какого-то особого места нету. Я, не знаю, люблю ходить по кафе, у нас очень вкусно везде. Вот, наверное, это я люблю покушать. Вот. Не знаю, можем куда-то, может, в горы выехать. На тот же я раньше часто выезжал с другом на Табиит. Вот, там очень классно, прям атмосфера. Ну, в принципе, все. Вот если вот друзей, которые в Америке, за рубежом, твои там сокомандники, если бы они приехали в Кыргызстан, куда бы ты отвез? Я бы прям с ними по всему Кыргызстану мы бы поехали. Прям я всем, причем я чуть ли не каждый день им говорю, приезжайте, да вот, купите билеты, оставьте кошелек дома, просто вот приезжайте. Я вам полностью покажу Кыргызстан, все вам здесь накормлю, найду где спать вам. Короче, каждый день всех приглашаю своих друзей. Круто, круто. А про блюдо сказал, какое любимое блюдо у тебя вообще? Беш? Беш, да? Да. Наш. С кониной только. С кониной? Да. Ну это по-нашему, такое прям настоящий, Да, да? да. С чучуком. С чучуком все как положено, да. Отлично. Ты молодой пока что, но о завершении карьеры рано задумываться. Но мне кажется, каждый спортсмен рано или поздно к этому приходит. И в целом карьера короткая, да? Задумывались об этом, что дальше? Нет, буквально меня кто-то вчера об этом спросил. С кем-то я переписывался. И всегда мой ответ в том, что то есть я живу настоящим, то есть у меня завтра, грубо говоря, нету. Я вот живу сегодняшним днем. Так мне спокойнее. И, скажем так, я все время импровизирую, и так продуктивнее жизнь складывается у меня. Окей. Ну, вот, многие спортсмены, великие спортсмены задумываются о неком наследии. Всегда они говорят, вот у меня наследие. Вот ты о своем наследии задумывался ли? Что ты хочешь оставить после себя в нашем спорте? Ну, во-первых, не то, что я хочу оставить после себя, я хочу, чтобы во время меня, как минимум, плавание стало лучше, чтобы ему больше внимания уделялось. Ну, наверное, вот это. Потому что я говорю, о большем просить даже, мне кажется, смысла нету. Хотя бы, чтобы плавание заметили для начала. Вот. Надеемся. А каким ты хочешь вообще запомниться? Ой, я не могу даже об этом говорить, потому что как-то будет очень громко и пафосно звучать. Поэтому Кажется, имеешь право все равно. Не, я говорить. не могу даже. У меня язык не поворачивается. Ну, чтобы вот, когда говорили про Дениса, что люди вспоминали, он такой был. Кем ты хотел запомниться? Подумай. Да даже думаю, я не могу сказать даже. Ну вот каким хочу я запомниться. Каким сказать, героем там или еще что-то. Который перевернул индустрию, Да, ну вернул вот, Кыргызстан в плавание. Ну как я вот это вот скажу? Очень скромный парень. Даже не задумаешься об этом, смотря на его инстаграм, да? Не, ну красавчик. Это очень ценно в наше время, потому что я очень много встречаюсь со спортсменами, и многие из них, ну, откровенно говоря, начинают потихоньку подниматься, да, и есть некоторые, которые принимают это, да, звездная болезнь, но у тебя ее нет. Ну, у многих, кстати, нету, с кем я вот общаюсь, с коллегами, скажем так, с Кыргызстана, прям все очень приземленные.
Мгм. Ну, это в отношении тебя, может быть, а в отношении других это другой вопрос, Может да? быть, да. Окей. Ну, ты много раз ездил за рубежом, ты учишься в Америке, ну, ты вырос в Кыргызстане. Вот какой урок жизненный из Кыргызстана ты мог перенять там, что ты применяешь сюда? Не знаю, наверное, менталитет, в принципе, воспитание, как меня воспитывали, как, скажем так, строился мой характер, не знаю, если можно так сказать. Наверное, это очень сильно помогло, потому что, опять же, другая страна, очень тяжело, все по-другому, и ты не можешь сдаться. Даже вот, ну, сейчас не хочу очернять или как-то унижать, но, допустим, вот те же американцы, да, они учатся, по сути, в своей стране, просто они могут учиться в другом штате, там, 2 часа лету, и они все равно, типа, им иногда бывает очень плохо, они хотят домой, хотя их дом в 2 часах. А все студенты из-за рубежа, да, там, сколько, сутки, грубо говоря, лететь, в общем, нормально справляются. Вот, поэтому нас немножко вот это отличает. Обычно как бывает, я тоже вот жил за рубежом там полгода всего лишь, но у меня отношение к Кыргызстану поменялось. Когда я приехал в Кыргызстан, я уже по-другому смотрел на свою родину. Вот ты со стороны, смотря на Кыргызстан, как ты начал относиться к своей стране? Не знаю, если как-то у меня, в принципе, отношение поменялось, потому что я всегда очень... Я, в принципе, люблю свою страну и всегда очень хорошо к ней отношусь. Вот, и поэтому, когда я сюда приезжаю, как-то я очень быстро адаптируюсь и не замечаю каких-то большой разницы, скажем так. Ну, потому что я уже привык, я летаю много раз в разные страны и везде быстро адаптируюсь к местной культуре, или менталитету или еще к чему-то. Вот, поэтому каких-то не замечаю разниц. Ну, я вот хотел у тебя спросить, пофилософствовать, что для тебя значит Родина? Фух. С философией у меня плохо. Ну, Родина, во-первых, это где ты родился, где ты вырос. Это то, что, скажем так, повлияло на твое становление как личности, как человека. Особенно это в моем случае. Потому что сколько я, 22 года здесь прожил. Ну и продолжаю жить в плане того, что, ну, вы поняли. Да. И я очень рад, что я здесь родился, и очень благодарен Родине, что я стал таким, какой я есть. То есть, если бы не Кыргызстан, я бы здесь бы не стоял и с вами не разговаривал. Да. Неизвестно, где я вообще был. Да. В целом огромное спасибо, потому что я знаю, что были предложения, и до сих пор они есть, имеются. Я начал узнавать по другим контактам, что еще до сих пор есть предложения из других стран, но все так же и главный тренер, отец, и ты до сих пор стоите крепко на своем, что нет, только Кыргызстан, только Кыргызстан. Хотя, ну, объективно, если бы улучшились бы условия, видно, что, да, и результаты бы улучшились, да, еще лучше. 100%. Поэтому ты сейчас, жертвуя этим, возможно, до сих пор Возможно, да. поднимаешь флаг Кыргызстана. За это огромное спасибо, Денис. Да, не за что. Денис, у нас есть партнеры, это компания Лининг. Они узнали, что у нас будешь в гостях ты, и специально захотели дать тебе подарок. Вот, Спасибо. Спасибо. тебе от них Все, кайф. подарок. Спасибо. Ну, носи на здоровье, там Спасибо. что-то для тренировок, короче. Ну, ты всегда один, ну, с тренером, всегда на соревнованиях. Кыргызстан представляешь один. Я тоже, бывает, там езжу в другие страны, там какие-то репортажи тоже делаю, и тоже всегда один, журналист один. И всегда тоже спрашивают, откуда Кыргызстан, а это где, и спрашивают. Да. Когда у тебя спрашивают, откуда ты, как ты объясняешь? Я обычно показываю вот так, типа, это здесь. Вот. Ну, я говорю, что Центральная Азия, говорю под Казахстаном. Они говорят, а где Казахстан? Я говорю, ладно, над Китаем. И тогда они более-менее осознают. Это большая проблема, но потихоньку начнут да, узнавать. Потихоньку начинаем двигаться в правильном направлении. Круто. Ну, потому что вот я летел сейчас домой, да, допустим, Стамбул, Бишкек рейс. И буквально 90% самолета это туристы были из других стран. Поэтому это очень круто. Это круто. Что туризм, в принципе, у нас развивается. Да. Денис, в целом твой путь – это путь не просто спортсмена, это путь человека, который стал таким ледоколом, да, начал прорубать окно это, и теперь плоды твоего труда, огромных 10
10-летнего труда сейчас есть. Это медаль чемпионата мира, достижение, которое, возможно, сейчас до сих пор, я уверен, что до сих пор не понимаешь, насколько она важна для кыргызского спорта. В книгах про спорт всегда будет надпись, да, вот, Денис Петрашов, бронза чемпионата мира. В книгах там чемпионатов мира об этом будет написано, что вот в Сингапуре на чемпионате 2025 года Петрашов стал бронзовым призером. Так что ты навсегда увековечил свое имя в историю мирового спорта, ну и также Кыргызстан увековечил в историю мирового спорта. За это огромное просто спасибо. И я уверен, что это только начало. Казалось бы, 10 лет на мировой арене, но 25 лет всего. Я старше его до 5 лет даже. Я думаю, я был пацаном, когда вот начинал только, оказывается. Вот так вот стареем. Я уверен, что нас сейчас смотрят молодые ребята, которые тоже хотят заниматься спортом. Неважно, плавание, не плавание. Скажи им какие-то напутственные слова, мне кажется, это будет очень полезно для них. Наверное, самые главные напутственные слова – это то, что выбирайте свое окружение правильно, потому что сейчас очень много плохого влияния идет. И, в принципе, если у вас какая-то есть цель, нужно идти к ней, несмотря ни на что, вам никто не должен в этом мешать. И, наоборот, должны вас в этом поддерживать. Поэтому, в первую очередь, это выбирайте правильное окружение и не поддавайтесь ни на какие, скажем так, заманухи. Вот. Это самое главное. И из-за этого у вас будет вырабатываться дисциплина, потому что, как я говорил всегда, что мотивация – это, конечно, хорошо, но она приходит и уходит, а дисциплина должна быть всегда, именно она помогает вам двигаться вперед. Вот. Да. Спасибо большое, Денис. Спасибо вам. Очень приятно, очень интересно. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал. Я знаю, что вы нас смотрите, но многие из вас не подписаны. Это не тяжело. Нажмите просто подписаться, поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий. Это очень сильно поможет продвижению нашего канала. Друзья, также спасибо нашим партнерам. Это компания Crystal и также наши хорошие друзья компания Leaning, без которых мы бы не смогли вести нашу деятельность. Всем добра, всем удачи. Увидимся. Пока. Sport time.